Первый. Только так, что ли, будет? Что? Ну, в смысле, что эти алармные? Нет, потом, наверное, кто-нибудь приступит, наверное. Сам. Смотри, сюда. Снимай нас. Ответственность РБ за договорные отношения с Россией. Русский башкирский народ. Назад магнитка с вами. И магнитка сейчас с нами. Вон. Ае? Ну все нормально? Да? Республика написала. Требуем распределения доходов в бюджете РБ. Ляся, может напишешь какой-нибудь материал потом по итогам? Я не могу до конца оставаться, нет, там пора. Вот мы с волейбола идем. Дайте. С волейбола идем со школы. Вот. У тебя тоже самое. Да. Евро, кстати, будет израсходовано бюджетных денег для того, чтобы строить. Зачем нам Франции? Башкирия только пухает. 3 миллиарда. Салам. Что говорить-то? Что говорить-то? Позорище, позорище. Договор. Кто у нас организатор мероприятия? Татарстан, Россия, блин, договор Кыргызда, Башкортостан депутатна. Ну просто интересно послать вас, девушка. Кто у нас этот организатор мероприятия? Рената, да? Ты мне Пусть потребует от милиции удалить этот. Зачем я
Марат Ахай, потребуйте от милиции удалить провокаторов мероприятия. Вот эта женщина. Да? Но она ходит сейчас, разжигает этот. Потребуйте сейчас от милиции, кто вот тут. Сейчас тут может это произойти из-за этого. Драка из-за нее, поэтому давайте вины. Учатся бесплатно, живут прекрасно. Может, спасибо вам еще сказать, что живем? Ну, могли бы и сказать. Я просто как гражданка говорю, для чего в этом городе такой безобразие творится? Это я не понимаю. Это позор, позор. Что вы делаете? Марат Ахай, что стоим, а? Вы что тормозите? Здесь идет провокация на ваших глазах. Убирайте ее с митинга. Давайте сюда, двигайтесь. Ребята, Давайте в эту сторону. читать будем, да. Давай сюда, топать. Внимание! Сегодня мы собрались в связи с тем, что опять-таки нас не слышит никто. Опять-таки наш федерализм затаптывают, с нами не считаются, мы для них быдло стали. Мы с этим не согласны. И не надо никогда смотреть на число участников. Самое главное, чтобы были мы. Мы должны быть всегда перед собой чисты и честны. Резолюция. Участники с тревогой отмечают, что за последние 3 года усилилось давление федерального центра на субъекты федерации, отражающееся в бюджетной сфере, полномочиях по вопросам ведения между федеральным центром и субъектом федерации, в области образования, в игнорировании договорных отношений и так далее. Во время выборов депутатов в Госдуму в декабре 2007 года большинство россиян проголосовало за план Путина, где была закреплена программа развития страны вплоть до 2012 года. По плану Путина любой будущий президент РФ, Российской Федерации, избранный в 2008 году, должен был продолжить курс Путина. К сожалению, в плане Путина ничего не оговорено о федерализме, который ныне является гарантом территориальной целостности и стабильности Российской Федерации. Только федерализм не даст повторить участь СССР, распавшегося в 1991 году. Нынешний новый президент Медведев, продолжающий курс Путина, в своем ноябрьском послании 2009 года особое внимание уделил модернизации страны, но в этом послании он ничего не упомянул о федерализме. Опять над национальной республикой нависла большая опасность. Исполнительная власть, согласно плану Путина, готовит административную реформу, по которой все республики в составе РФ потеряют нынешний политический статус и объединятся с областями, краями РФ. Осознав эту нависшую опасность, участники публичного мероприятия выступают за восстановление подлинного федерализма между федеральным центром и республиками Урало-Волжского региона. Республика Башкортостан, Татарстан, Марий-Эл, Мордовия, Удмуртская республика, Чувашская республика. Ну и, конечно же, у нас есть еще республики на Алтае, Якутия и другие, Кавказ. Учитывая опасность, что все эти республики расположены в центре РФ, публичные мероприятия постановляет: первое, восстановить договорные отношения между центром и республиками Урало-Волжского региона, Республика Башкортостан, Татарстан, Республика Марий-Эл, Республика Мордовия, Удмуртская республика, Чувашская республика, имевшие реальность в 90-е годы 20 века. Второе. Административная реформа по укрупнению субъектов федерации не должна касаться национальных республик Урало-Волжского региона, и все они должны сохранить нынешний статус зарегистрированный в статье 66 Конституции Российской Федерации. Третье. Требовать от федерального центра и республиканских властей распределения налоговых почислений в бюджет РБ и РФ не так, как сегодня, а 50, хотя бы 50. Входит. И какие наши цели? Защита основных прав и свобод.
человека, договорные отношения с Россией, вообще сохранение самой России.